когда уже поехали по такой машине часу, 94 год, это только в 94 году я почул прозвище Лукашенко. Да, я был такой темный, я не ведал, просто не ведал. Там отбывались такие баталии в Верховном Совете, а я не ведал головных героев. Доведался в 94-м. Антарский сериал? Москва-Париж. Был такий тягник, зараз його нема, но ясно про Змінськ ходив. А чому яна зараз, эта песенка слухається дивно, але тоді, коли зарплата средняя была $30, а поезд, самый танный тур до Парижа, автобусный, коштовал $300, то есть 10 средних зарплат. Вот, и тому Париж здавався такой. Але уже можно было ехать. Дмитрий Павлович, я в колонии хочу ехать, тільки до гетто не ведаю, хто слухає. Щасливые люди такие. А с якого года, чекай, а с якого года человек за кратами? Годову 40, ему по житті годову 40. То есть он сел при Брежневе и думает, что Леонид Ильич догадался. Обалдеть. Короче, есть до чего имкнуться. Метусні столичного вокзалу я убачив твар амаль Мадонны, что на мне свой позирк затрымала. Скрозь в окно парижского вагону зразумел я легко и імгненно то, что дети розных мы народов, и хоть в Москве сядали вы напевно, але ж певно едете додому, подалей от наших сумных тваров тягне вас додому и до хаты, что стоит насупроть Нотр-Даму. Ну, а може и неде на Монмартр. Вас не позабавили новиной, что Ля Рюс застался за межою, и что тут, що іншая країна, об якой не чули ви ніколи. Да гудка шкода ўжо не паспець нам Гомельской покаштовать горелки, по Троецким прошмыгнуть продмести, ці послухать мсье Лукашенко. Тут життя позбавлено престижу, кошт його чуть более за копейку. Тут нема ніякого Парижу, ёсть Борисов город и Вилейка. Ну и бог с ним, ёсть еще хвилина кинуть вам у купе букет мимозов и опошний номер нашей Нивы, поглядеть картинки у дорозе. И я ж пойду землей мне нароченой, як бы не хотел, не обменяю. 30 год у центра Рахачова, хоть на миг парижского потянь. Париж у Витебской области. У Витебской. В Гомельской области Дублин. Не, в Гомельской так само. Да.
Париж у Витебской области, Дублин у Гомельской области, а у Минска в Пуховицком районе есть Турин, но я его называю Турин. Я вам больше скажу, есть Маркс. Ну, это так, это 30-е годы мы был некий шизофреник, не шизофреник, летутейник, человек просветленный, адукованный. И когда створались новые вёски, это подкойно. Там есть Марс и Юпитер. Вот и он вырашил. Одни, значит, марсиане, другие Юпитер. А судовная история. Стояли мы на межи, на белорусско-литовской межи, в дьюти-фри с товарищем. И так хотелось чогось выпить, але не такого слабого, як пиво, и не такого моцного, як что-нибудь там бренди якого. Вот. И мы зашли в дьюти-фри и убачили амаретто. Стоят амаретто, а для меня амаретто это был такой, символ богатства. В 90-х годах у меня грошей на амаретто не было, а зараз, а это было какие-нибудь конец нулевых годов, а зараз мы уже можем дозволить себе амаретто. И вот, значит, давай выбирай, какое ты хочешь амаретто. Там, значит, амаретто деликато, амаретто коньяк, амаретто еще некая хрень. Я говорю, видишь, такая раница, хочется амаретто деликато. Я с таким, значит, с таким видом знатока сказал, давай амаретто деликато. Мы, значит, вышли, и эту бутылку с горла, просто так, чтобы оно, все, что вот хотелось, медведя так, как хотелось. Эти 20 градусов солодкие, вот просто пошли выдатно, идеально. И я, значит, беру бутылку, хочется почитать, где сделано. Это амброзия, боская амброзия. Где это сделано? Я, значит, читаю. Так. Пуховический сельсовет. Вёска Турин. Цех по разливу пищевых жидкостей номер 2. Костя, мой товарищ, каже, слухай, ти можеш себе уявити, що вони роблять в цеху по разливу пищевых жидкостей номер 1? Я говорю, а ты можешь себе уявить цех? Ты цех можешь увидеть по разливу пищевых? Стоит такая тетя Маша в ватнике, с таким перед ней бетон, значит, железный, и где-то там на верхотуре сидит оператор, и говорит, что включай деликато, разливает деликато. Я говорю, ты можешь ржать каким можно, але вёсцы с названием Турин не могут робить хреновые. Хреновые амаретто деликато. И мы уже пошли, слухай, что же робить в парижском сельсовете? Вы ихним, значит, цехи по разливу пищевых жидкостей. И я вспоминаю, что парижский сельсовет это недалеко от Вильни, это глубокое, город глубокий. Поставский район. Поставский район. Нет. Да, Париж это Поставский район. Да, Париж это Поставский район. Але в городе глубоком я не зашел в гастроном, звичайный гастроном, и там, значит, по-модному все вина Франции, вина Грузии, вина Италии, и огромная полиция, на ней написано вина Подсвильского винного завода. И на полном серьезе, и стоят все эти опошние поцелунок, вот, такие на назвы, ой-ой-ой, Сябровская, да, господи, вспомнишь, это опошнее кахание, ой. И я в выгляде анекдота рассказываю Костику, товарищу, вот такое чудо, а он скажет, ты просто человек темный, ты вот, это просто добро говорить про город глубокое, потому что в Париже, в той же Франции, в Испании, конечно, мясовые вины в крамах, это вельми серьезно,
Просто для полноты картины яны павінны былі указаць, на каком склоне Глыбоцкого узвыш был собран урожай ягод и плодов. Диалог влажний, я сам чув. Він каже, от зараз би амарету. Я говорю, так, амарету, віолету. Давайте раз такая дело, сексуальную революцию. О, сексуальную революцию. Я ее 1000 годов не спевал, давайте я попробую ее спеть. Там передгісторія. Я, може, ніхто не чув про все эти приколы 90-х годов. Там в этой песне есть передгісторія. Мы на Шанівській редакции в свой час ходили на байдарочные вандровки. Это была, вот в это байдарочная вандровка, это был дикий маршрут, мы выплыли с Тверской в области. Райцентр Белая. С Тверской в области, после про Смоленщину, некалькі рек, вот, мы на Смоленщине и уже вошли у Двину, и уже дошли до Витебска. Ну, но мне весь этот час, со мной, мне пощастило плыть в одном чауне с Славомиром Генриховичем Адамовичем, великим белорусским поэтом. И, короче, разом с плынью раки на меня плыла плынь свядомости Славомира Генриховича. И одной, значит, Сонейка пригрела так моцно, и он скажет, что наша нация белорусская одродится только тады, коли белорусы пачнут узмоцнена размножаться. Что я имел на увазе? Не демографию, а вот такие вот сапраўдныя патриоты, националисты, вот як Славомир Генрихович, коли наробят себе по 10, по 20, значит, детей по всей краине, так? И вот наши гены каштовные, значит, дадут такие сход, что мы, значит, за поколение не познаем свою Украину. Вот. После Сонейка еще пригрела, и он вспомнил, а это 90-е годы, это романтизм, национальный романтизм, и еще такое тогда можно было, таких людей можно было сустреть, который сказал Адамовичу, он, значит, сустрел некого такого белоруса, який лічыў ніже своей мужчынской и национальной годности класціся в один ложек с небеларускамоўнай жанчынай. На что Адамович ему отпарировал тем, что он за одну ночь робить беларускамоўнымі всех. Я просто офигел от всего этого. Я наслухался, и на ближайшей стоянце мне не треба было ничего выдумлять, мне треба было просто зарифмовать. Все, что я почул, мне треба просто было зарифмовать. И у меня отрывалась такая программа «Минимум белорусского адраджея». Просто я ее не спевал давно, коли б ты раптом допомог. Один занадто шчыры патрыёт аднойчы вельмі шчыра мне прызнаўся, што нас уратуе толькі сексуальны фронт, дзе ворагам за нами не угнацца, адна палова з іх ногой ужо ў труне, у другой все кандидаты у імпатэнты, і ў гэтай справе братка кажа быць нам на коне, пакуль ше не звялись у нас прывабныя кабеты. Хацеў было паслаць я сябру прэч у гэтакіх пытаннях, сам не будучы гігантам, але ён распавёў
цікавейшую рэч, якую вынайшаў падчас шматлікіх актаў, няздольны нават у ложку з сабою саўладаць, ён думаў пра народ у экстаза момант дзіўны. Яна ж забылася, не наша слова маць, да рання лямантуючы пра лёс сваёй радзімы. Адразу скеміў я той геніяльны план, хай ён і не стасуецца з хрысціянскаю мараллю. Насуперак іх вертыкальшчыкам мы будзем працаваць цяпер гарызантальна. Дзеля такой ідэі грэх сілы шкадаваць. Всю Беларусь падзелім мы на зоны, каб планамерна і зручнее шчыраваць стаханаўскім запалам ды майстэрствам Казановай. Ускрылены з адказнасці тае, цяпер я падыходжу да дзяўчыны, гатовы сумяшчаць прыемнае для цела ды з карысным для айчыны. Забыўшыся на адпачынак і спакой, гатоў дрываць любые перагрузкі. Калі я спаць кладуся, блин, з дзевачкай простой, а прачынаюся са шчырай беларускай, каштоўнае насенне сваёй свядомасці. Пасеем мы праз семя вывяржэння, і праз якія 9 месяцаў пабачым першы плён на ніве адраджэння. Няхай яна апошнейшая, блядь, гадзіны дастаткова на перавыхаванне, таму не маю часу болей з вамі балбатаць. Мне трэба на спатканне, ой, даруйце, на змаганне.